Меня зовут Неустроев Руслан, я мастер-ювелир компании Керги. На выбор две профессии было: огранщик и ювелир. Тут я на огранщика поступил. Потом на первом курсе, когда учился, там же в алмазе, с алмаза бриллиант, когда делают 57 только граней. Ну, стандарт. 57 граней, и все же. Хоть маленький, хоть большой. Это как-то неинтересно стало. Ну, всю жизнь эти 57 граней. Со второго курса уже на ювелира перешел. Там много рисовали, лепили, чертили. Вот это нравилось, потому что вот со школы любил рисовать. Стенгазеты, там активное участие. И так отучился, с отличием закончил и устроился в Драсинс Якутии мастером-модельером. Куча эскизов нужно сделать, и там это какой худсовет или какой-то там собираются, да, технолог, там замы, там с магазина кто-то, и вот показываешь свой эскиз, и они смотрят, и да, типа, такое сделай, вот такое не надо, такое, вот такое, и задание дают. На следующий раз вот подготовьте такие, короче. Легковесные изделия нужны, национальные виды изделия вот с этими самородками что-то нарисуйте, короче. Сначала эскиз рисуется, либо от руки на бумаге, либо дизайнер. У нас есть дизайнер хороший, либо он рисует, потом вот эти эскизы нужно уже на металл перенести. Потом вот тоже по эскизу смотришь, ну, как сложное изделие, где вот крепление как получается, где слабые места, как это все сделать, либо из пластины его сделать или из воска выточить. Технологий много. Если много камней у изделия, лучше его на 3D нарисовать и на принтере напечатать, а потом отлить уже в металле, либо в золоте, либо в серебре. А если национальные изделия, они в основном вручную делаются из пластины. Выпиливаются, гравируются и запаиваются. Либо можно из воска самому сточить. Плавишь, лишнее убираешь, потом, если что-то много убрал, можно туда добавить. Потому что в воске легче, чем в металле. Ну, во-первых, трудолюбием, творческим человеком надо быть. Нужно хорошо рисовать. Зрение очень надо хорошее, потому что быстро садится. Почти все тут с очками ходят. Потому что когда вот сидишь с лупой, глаза очень быстро привыкают. А потом, когда снимаешь, аж глаза настраиваются. Я вообще работу люблю свою. Я здесь больше 10 лет тут сижу за столом. Могу разделить на интересный этап и неинтересный этап. Неинтересный этап — это восковки делать. Резину подготавливаем. Вот у нас пресс-формы. А потом там на инжекторе сидишь и вот такие эти делаешь. Заготовки. Ну, это обязательно надо сидеть восковать. Для чего делается? Ну, чтобы много сережек, например, если можно, потом уже кучу сделать. Быстро. Мастер-модель делать, вот это интересно. Самое интересное, потому что как ее сделаешь, потом такие изделия пойдет уже.
Можно поступить на среднее образование, это ЯХУ, и еще выше на технолога можно учиться, это ЦУФУ. Там инженеров-технологов готовят. Вступительные экзамены, математика, русский, физика, ЕГЭ и 2 творческих экзамена было. Ну, когда я поступал. Рисунок и лепка. Тоже по 100-бальной. У нас эта книга же. Наша это. Надо показать. Букварь наш. Вот она. Мандрус наш народный мастер. Мой земляк Борис Федорович. Анна вот. Саха ютубичике. Узоры, орнаменты саха. Сияние серебра. За что наши же мастера давно же делают. И они вот и серебра же именно любят. Ну, ценнее у них было, чем золото. Золото, они говорили, это та же медь. Очень много примеров таких вот именно оригинальных, старинных. Вот. Но не обязательно один в один делать отсюда. Угу. Вот, например, сережки. Что-то похоже, но уже что-то от меня было. В закрытом помещении сидели бы, мы тупо я полировал бы, а этот тупо там камни ставил бы, а этот тупо тогда бы такого развития же не было бы. А тут именно в Керге то, что понравилось, то, что вот развиваешься как мастер. И с каждым годом все вот багаж этих знаний прибавляя больше и больше. И возможностей тоже. Чем больше умеешь, тем сложнее заказы можешь сделать. Но я никогда не отказывался. Если даже не умею, там приходит, что, Руслан, это сделаешь? Ну, типа, такое же сможешь сделать? А, да, смогу, короче. Беру заказ, потом сидишь и думаешь, как это сделать? Ну, не умеешь. А кто-то же сделал его. Тоже человек же, с руками, ногами. Ну, такой принцип. Если кто-то делает, можно это повторить, да, по-любому. Здесь полируем изделия. Гальваника. Золочение, радирование монголар. И вулкан стоит. Это литейный цех. Вакуум стоит. Центробежка. Сюда металл наливается. И потом, когда расплавилось, отпускаешь. Ну, эта выставка ежегодная была. Я помню, вот когда даже в драгоценности Якутии работал, там эти висели дипломы или как грамоты. Северное сияние 2000. И там имя мастера и название изделия. Такой ходила, оказывается, вот такие мастера такие сильные есть, которые вот на выставках. И тоже очень захотелось что-то выиграть. В 2015 году здесь уже в Керге был. Буквально неделя оставалась до выставки. Если хотите, ну что-нибудь сделайте, будем участвовать. Мечта же была такая, ну, чтобы на выставке что-то выиграть. Там номинаций много, по идее. Есть шанс что-то выиграть каждый год. А потом вот я ходил, думал, ну что бы такое бы интересное сделать. Ничего нету. Дома уже с женой разговариваем. Выставка будет, что-то сделать. И вот. А в то время эти бабочки деревянные были модные. У всех. Ну, все вот ведущие, там всякие эти блогеры, что ли. Даже КВН-команда там все такие. Ну, интересно же было, потому что бабочки обычно классические, а тут
деревянные бабочки, какими-то с узорами там. И вот да, как раз в это время и жена говорит, а давай этот серебряную бабочку сделаем, говорит. Интересно же. Я такой, да, идея интересная, как раз же популярная же была. И я буквально за 2 дня где-то сделал, а потом отдал, короче, всю ночь не спал, ушел спать. А потом вечером Галина Николаевна звонит. Руслан, что случилось? Короче, победили, говорит. Поздравляю. Пришел, тоже много народу было там. Поздравляли, там, вручили. Я такой довольный тут уже. Я же победитель выставки. Номинации «Лучшее ювелирное украшение из серебра в национальном стиле». И до сих пор их очень много заказывают. Покупают же эти обручальные кольца. Ну, в магазине, например. Но там же они по отдельности же их покупают. А вот когда именно под заказ мы делаем эти обручальные кольца, мы их делаем с одного слитка. Именно пара получается. И то, что с одного слитка, они вот половинки друг друга гарантированные. Вот. И они, получается, вот друг к другу тянутся всю жизнь. И вот даже вот фотографируя, вот, например, пруток отлил из золота, потом я вот прокатил, потом с проката 2 прутка отпилил, они половинки с одного, вот уже заготовка, потом шлифовка идет, и вот уже полированные, готовые. Я как-то помню этому хирург, и ему заказали такую статуэтку, как аппарат Елизарова здесь, с болтами, ну, чтобы кость так прямо держалась. Я сделал дерево такое из латуни. Дерево, и это дерево держит этот аппарат Елизарова. С резьбой там на каменном постаменте. Ну, так интересно получилось. И самому тоже делать интересно было. Этот сам аппарат такой уменьшать там. В интернете смотрели, как этот аппарат сам выглядит. Потом это дерево продумывали, как оно будет выглядеть. Проект большой был в 2016 году. Да, то, что вот Леонардо Ди Каприо, наш любимый, ему же Оскара долго не давали же. И тут инициативная группа, вот, девушки, они вот такой проект создали, чтобы дали наконец ему этого Оскара. Я вот участвовал в проекте. Саму статуэтку слепил Николай Чачасов, отлили вот Прокопий Протопопов и Александр Манджурдев. А я вот красоту наводил там. Ну, финишный монтаж делал. И эти узоры на чароне, обработку, потом полировку и золочение. Вот тоже интересный проект был очень. Очень хорошие технологии. Сейчас все развил этот, как 3D очень помогает. На компьютере рисуем. Такие сложные, суперсложные изделия. 3D принтеры сейчас есть. Они из воска могут вырастить, из полимера могут вырастить, с прутика может они сточить. Процесс намного быстрее. Конечно, можно вручную все это делать, но на это очень много времени может уйти. Лазер есть, лазерная резка, ну, гравировка лазерная. Тоже очень хороший аппарат. Вот восковки, новый аппарат японский, тоже очень хороший, практически 100%. И там в литейке у нас, да, 3 вида тоже этих литьевых. Одна вот центробежная есть литье, есть вакуумная, есть этот новый аппарат, он индукционный.
Он очень хороший тоже. Потому что можно сразу вот килограмм серебра отлить. А на центробежке только максимально 70 граммов можно отливать. Ну, фильмы смотришь там новые, например, «Игра престолов», там сидишь, либо это как «Острые козырьки», там сидишь и замечаешь, что носят какие-то подвесы, вот как «Ведьмак», у него какая-то подвеска интересная была, либо вот «Форсаж», там тоже у Вин Дизеля. Заказывали один раз мне такой крестик. Главное начать, если вам это интересно, если вас это затягивает, то уже все получится. Главное желание и творческий подход. Это был проект «Инсайдеры». Подписывайтесь на канал Смарт Библиотеки, ставьте лайки.